Я всех приветствую. Давай посмотрим твои отношения с мужчиной на сегодня. Что бы он хотел сказать, но не может. Давай посмотрим. Напоминаю, что расклад общий. Если ситуация не подходит, просто переворачивай и переходи к следующему видео. Итак, ваша ситуация сейчас, что мужчина отдалился, что мужчина как будто бы либо в состоянии депрессии, либо в состоянии разочарования. Это может быть связано и с вашими отношениями, это может быть связано с его жизненными какими-то обстоятельствами. При этом ты еще готова, то есть ты еще готова развивать, ты еще готова пытаться, ты еще готова, но у тебя уже разбито сердце, то есть ты уже как будто бы начинаешь терять вот эту ниточку с ним, ты начинаешь терять с ним связь. Мужчина действует очень медленно, то есть мужчина как будто бы и там, и здесь. Либо ты ждешь от него какого-то решения, ты ждешь от него поддержки, ты ждешь от него предложения, но мужчина как будто бы медлит, то есть он не хочет торопить события. Давай посмотрим, как ты к этому относишься. Но ты, конечно же, ждешь, что, знаете, как бывает, мужчина не устраивает, отношения тоже не совсем, да, устраивают, но ты ждешь как будто бы чудо. Ты ждешь, что будет как раньше, ты ждешь, что будет опять та же общность, те же разговоры, те же эмоции, но он тебе уже эти эмоции не дает. И ты как женщина уже начинаешь терять себя, то есть ты начинаешь сомневаться, а та ли я женщина для него. У мужчины сейчас позиция, когда он перешел в конкуренцию с тобой. Вы как будто бы начинаете все время конкурировать, как будто бы не можете найти общий знаменатель, да, к чему вы хотите прийти. Это могут быть внезапные конфликты, это могут быть по любому поводу, по бытовому, по ситуативному, да, то есть постоянно какие-то конфликты, постоянно идут сомнения у вас, а надо ли мне с ним строить отношения, а нужно ли мне проходить вот эти все проблемы с ним, достоин ли он этого, стоит ли он того, да. Мужчина находится как будто бы на выборе, то есть он понимает, что в данный момент, в этой ситуации, которая сложилась у вас, он не может действовать быстрее. То есть у него выбор какой-то стоит, да, это может быть другая женщина, это может быть вмешательство третьих лиц в отношения, это может быть связано и с финансовыми какими-то, да, проблемами у него. То есть здесь как у кого проиграется, да, но ты уже понимаешь, что бороться хочется вернуть как раньше, а вернуть как будто бы не получается. То есть ты ждешь от него инициативу, ты ждешь от него проявления, и вот-вот как будто бы, знаете, как будто перед вами лежит вкусный кусок торта, а вы его не можете съесть. То есть у вас вот такое вот ощущение закрадывается, да, у вас уже идут сомнения. Давай посмотрим подробнее его ситуацию, что же у него за выбор такой. Мужчина все-таки видит вас очень главной женщиной, сильной, занимающей сильную позицию в его жизни. То есть он понимает, как бы он с вами не боролся, как бы он не уходил, как бы он не отказывался от этих отношений, как бы он не хотел переменить, да, эту ситуацию, и, возможно, даже уйти насовсем он не сможет это сделать, потому что вы действительно проходите у него как главная женщина, то есть вы проходите у него как императрица в его жизни, вы где-то даже сильнее его, потому что здесь рыцарь Пентакли и императрица, понимаете? То есть тут неравный бой. Он понимает, что вы сильнее, он понимает, что вы более ответственная, что вы можете тянуть его за собой. Это такой мужчина, которому нужен пинок, нужно подталкивать, да? То есть он постоянно останавливается, постоянно у него какие-то сомнения. То есть он как будто бы он и хочет идти дальше, а не может, потому что ему нужен сильный толчок от женщины, и он понимает, что только с вами этот толчок он будет получать. И это будет касаться любых сфер. Вы можете его также подталкивать на работе, зарабатывать больше, развиваться, может быть, какое-то постоянное развитие, обучение, любые мужские увлечения, да, чтобы он там что-то добился. И к тому же, что в семье, да, женщина сильнее, женщина опора. Здесь такого рода идут отношения.
его отношение к этой ситуации, конечно же, он с вами пытается на каком-то минимальном уровне все равно соперничать, потому что как бы ему не нравилось, что женщина сильнее, он все равно мужское эго вы ему ломаете. То есть какая-то, знаете, король мечей, да, есть какие-то немножечко укусить вас, как-то указать, может быть, на недостатки какие-то, возможно, какой-то сарказм, да, в вашу сторону. То есть мужчина все равно вас потихонечку кусает. Мы не рассмотрели с вами, что же там за выбор такой. Но здесь все-таки идет тоже мужчина, который пытается дотянуться до вас, да. Здесь может быть вмешательство третьих лиц, опять же, да. Здесь может быть и другая женщина, но они занимают в его жизни не самую главенствующую позицию. То есть он все равно принимает решения, он все равно действует всегда с оглядкой на вас, да. Но тут мужчина все-таки идет более эгоистичного плана. То есть мужчина понимает, что с вами ему легче, что с вами ему проще, что ему не надо, опять же, принимать какие-то решения, ему не нужно брать на себя излишнюю ответственность. В данный момент он закрылся в себе, он почувствовал как будто бы какую-то силу, да, изнутри, что как будто бы он и без вас может, как будто бы он сейчас может на вас обидеться, разозлиться и закрыться, да. И вот так он себя чувствует. Ну, хорошо ли он себя чувствует в этом? Нет, да, потому что у нас идет карта Луны, карта сомнений, карта, когда, как бы ты ни хотел, ты не можешь изменить эту ситуацию в себе, да, то есть он все равно думает о вас, он все равно понимает, что как бы он ни бегал, как бы он ни пытался раствориться в каких-то других делах, в увлечениях, может быть, кто-то в женщинах, кто-то в работе, он все равно думает о вас, он все равно вспоминает и сравнивает с вами. Давайте посмотрим ваше отношение к нему. Нужен ли вам такой мужчина? Как вы себя чувствуете рядом с ним? Но у вас все-таки уже идет какое-то охлаждение, да, у вас уже идет ощущение, что вы как будто бы хотите мужчину посильнее, потому что то, как он себя ведет, вас не устраивает. Вас не устраивает неуверенность, вас не устраивает медленное принятие решений, вас не устраивает то, что мужчина где-то не действует, где-то перекладывает ответственность на вас, да. Тут более уже охлажденное у вас отношение, то есть вы уже задаете вопрос, а нужен ли мне этот мужчина, а ты мне нужен, да, не его мы спрашиваем, нужны ли вы ему, а вы уже спрашиваете, то есть уже на вашей стороне правда, да, можно так сказать. Но все-таки готовы ли вы бороться? Да, вы знаете, у вас вот сейчас идет ощущение, что вы бороться не станете. Да, вы готовы, чтобы он периодически появлялся в вашей жизни, вы готовы на страстные свидания, вы готовы на какие-то его поступки, на ожидания его поступков, вы ждете, что будут более резкие проявления, более, ну, вы становитесь требовательны к нему, да, то есть уже как раньше, уже так вести себя не получится с вами. Готовы ли вы сейчас его прям принять, да? Нет. То есть, да, паш пентаклей у нас идет, эта карта хорошая, но это карта медленная. То есть вы готовы посмотреть, а как ты будешь себя вести, а что ты будешь делать для меня, как ты это будешь делать. И вы уже тогда будете принимать решение. Давайте посмотрим на чувства его к вам. Ну, смотрите, тут кто-то все-таки либо в браке, либо какие-то отношения, то есть уже более давние, да, но тут мужчина, конечно, видит вас особенной, он видит вас как звезда, да, в его жизни, единственная, и он действительно переживает, он действительно расстраивается, что как будто бы у него не хватает сил, как будто у него не хватает возможностей принять сейчас решение и двигаться к вам. Но он бы очень хотел исправиться, он бы очень хотел исправить свое поведение, он бы хотел показать, что он может лучше. Он хотел бы показать, что он может лучше. Мужчина все равно будет скучать. То есть, если даже вы будете расставаться, если даже у вас будут какие-то пробелы в отношениях, да, мужчина все равно будет знать, что так, как с вами, ему не было ни с кем, да, то есть мужчина всегда будет возвращаться к прошлому и всегда сравнивать вас со всеми, и сравнивать, конечно же, в более какой-то выгодной позиции, да, вас.
Но он, конечно же, готов развивать отношения, он готов развиваться, несмотря на вот эти ситуации, которые были между вами, несмотря на сложность, да, общей ситуации вот этих отношений, он все-таки готов работать над собой, он готов развиваться, он готов идти дальше, и он готов начать все заново. На сегодня я буду заканчивать. По личной консультации обращаемся по номеру на WhatsApp.